У вас страховая компания, вы основательница компании GetLogan. Да, у меня страховая компания. На рынке США вы уже более 9 лет, уже 10 лет скоро будет, юбилей Да. будем отмечать. Мгм. У меня была куча бизнесов разных, многие из них, конечно же, сгорели, прогорели, потому что я все перепробовала, наверное, до 25, и так все и сложилось. 50 миллиардеров, да, вот с Америки прилетели для инвестиций в Кыргызстане, вот наши проекты, и вы одна девушка вот среди них. Девочки могут в директ писать, спрашивать, там, вот что мне сделать, чтобы быть как ты, независимой, там, богатой, летать по миру. Единственное, что у меня было, это были мои амбиции, и было вот это просто нескончаемый голод до успеха. Паши, и у тебя все будет. Результат что для вас? Для меня главное в долгий период заработать репутацию и выпускать качественные продукты на американский рынок. Деньги, они приходят, когда ты даешь миру очень много ценностей, деньги все равно приходят сами. Мой, наверное, совет, то, что если тебе хочется самореализоваться, то это нужно делать, просто отдаваться на 100%. Саламатсыздарбы, биздин подкаст кыргыз тилинде жана орус тилинде болот экени баарыңыздарга маалым болуп калды. Ошондуктан бүгүнкү биздин каарманыбыз менен биздин сүйлөшө турган сөздөрүбүз бир гана СНГ мамлекеттерине эмес, алыскы Кошмуш Штаттарына чейин жайылып, андан тышкары дагы көптөгөн орус тилдүү маңдайымда отурган каармандын дагы айлана чөйрөсүнө жана ошол жактагы аудиторияга дагы тарамакчы. Мындайча айтканда биздин чыгарып аткан подкасттар, маектер, рилстер толугу менен көптөгөн өлкөлөргө тарап жаткан учур. Ошондуктан туура түшүнүп, бул жолкусунда биздин орус тилдеги маегибизге конт коюп, маани бериңиздер. Здравствуйте всем с наступившим новым 2026 годом. Хочется, конечно, начать нашу беседу со слов пожеланий и в первую очередь благодарности на 2025 год. Год был такой трансформационный лично для меня, потому что открыли еще новые компании, вышли на масштаб по нашему проекту и по бизнесу Анжелика бренд. Как раз-таки генеральным спонсором является данный бренд, а за этим брендом всем известно, что стоит большая команда из 30 человек. Поэтому спасибо большое, спасибо всем нашим покупательницам, потому что это социально благотворительный проект. И почему сегодня у нас такой особенный выпуск? Потому что хрупкая, красивая девушка, она не только бизнес-вумен, но и очень много делает полезные, большие дела, проекты относительно и в нашу страну, Кыргызстан. И для меня она является примером. И поэтому для меня большое удовольствие, что наконец-то у нас получилось пригласить Зебу Карим в нашу студию. Она специально прилетела с Америки, где уже проживает более 15 лет. Welcome to Кыргызстан! GetLogan Company! И основательница Зебо Карим. Здравствуйте. Здравствуйте, Анжелика. Спасибо большое за такие теплые слова. Очень вам благодарна. Хочу сказать, что я ваша большая поклонница вашей души, Спасибо. того, какая вы замечательная девушка, какая вы добрая, заботливая, и как вы заботитесь вообще обо всех вокруг вас. Просто не удивляюсь, не перестаю удивляться, как вы отдаете все вот то, что у вас есть, всем людям вокруг, сколько вы делаете благотворительности, сколько вы для людей делаете. И для меня это просто удивительно. Я с вас беру пример, и вы меня вдохновляете просто очень сильно. Это очень искренне, и спасибо, что вы есть. Как вы меня недавно в Дубае учили, принимаю. А то я раньше говорила: нет, да вы что, перестаньте.
действительности мы учимся друг у друга. Даже Такие. даже ехали с вашим водителем, обсуждали, какая вы заботливая. Он говорит: Она такая со всеми, она обо всех заботится, обо всех". Это человек, который с вами проводит каждый день, так говорит. С большим Спасибо уважением, с большое. большой любовью все ваши сотрудники про вас. Просто они вас обожают. И это самый главный показатель, мне кажется. Ой, какая, да? Зибо. Вы знаете, только самый счастливый человек может осчастливить другого человека. И только хороший человек может говорить о другом. Только хорошее. Мне кажется, я вас зеркалю. Это вот зеркало ваше, Да. понимаете? Это И честно, это в вот то, что действительности вас окружают такие люди. Я познакомилась сегодня с вашей командой, с девочками, которые также впервые прилетели в нашу страну, в Кыргызстан. Девочки, которые проделывают огромную работу, которая даже не по силам некоторым мужчинам, скажу. И видя вот их отношение, не только вам, но и коллегам. У нас была очень большая конференция сегодня в госрезиденции. Центральноазиатский форум прошел, бизнес-встречи были, экспо. И вы для меня вот в этом окружении, где 50 миллиардеров, да, вот с Америки прилетели для инвестиций в Кыргызстане, вот наши проекты, и вы одна девушка вот среди них. И я стояла просто, и я ничего не могла даже вот поделать того, что как это так получилось, как это так случилось, что реально о тех компаниях, о которых сегодня говорили вышепоставленные наши государственные э, министерства, представители министерства, о траках говорили, о компаниях, о грузовых машинах, которыми владеют эти бизнесмены. У кого-то 60, у кого-то 100, у кого-то 1000, оказывается, есть этих траков. И я стояла и слышала, как о вас говорили другие, как говорили организаторы, что вот эта вот девушка хрупкая, красивая, молодая, заботится о всех этих траках. Она занимается страхованием Мгм. водителей этих грузовиков и грузовых еще и машин. Really? Правильно? Да, Я вот как всё правильно. поняла. Да, У вас страховая компания, вы да, основательница компании GetLogan. да, у меня страховая компания. Вообще все началось с того, что у нас была консалтинговая компания. И мы столкнулись с тем, что, у нас была проблема в том, что именно со страхованием всегда была проблема. То есть, как бы как все это началось, к нам приходили в основном наши люди, мы обслуживали. То есть компания была создана для, Средней Азии, для людей со Средней Азии, которые живут в Америке. Для узбеков, кыргызов, таджиков, казахов, в общем, всех наших людей. Мы просто хотели поддерживать свое комьюнити. Это был мой бизнес на стороне от основного. В основном я занималась недвижимостью до ковида. У меня была, компания строительная, и, во время ковида у нас было, как бы все сидели дома, строительство остановилось, и, у меня было очень много времени впервые в жизни. И, я решила, мне нужно было куда-то отдать свое внимание. Я начала, обращать внимание на вот эту свою компанию, на консалтинговую. Там, всегда была одна и та же проблема со страхованием. Мгм. То есть мы всегда сталкивались с тем, что очень, тяжело было дозвониться до страховых агентов, очень долго мы ждали страховые квоты. И, 3-я, самая ужасная вещь, с которой мы сталкивались, это то, что к людям вот с акцентом, которые говорили, а, мы чувствовали, что к ним относились немножечко не очень хорошо. Да, то есть, Ну, это мы замечаем, допустим. да, то есть, это было Кыргызам, нам узбекам. неприятно Мгм. лично. И, плюс, у многих наших людей есть языковой барьер. То есть, многие люди приезжают уже в каком-то осознанном возрасте и, не говорят на хорошем английском языке. И то есть,
у них есть проблемы как бы с языковым барьером. Для них тяжело объясняться на английском. И, в этом плане, тоже нам хотелось решить эту проблему. Ну, как бы у меня были очень амбициозные планы. В конечном итоге я поняла, что страховой мир, он очень-очень дисфункциональный в Америке. И, но в любом случае мы очень много денег тратим на автоматизацию всего этого, на Да. цифровку и так далее, потому что все очень-очень устаревшее в американском страховании. Ну и таким образом мы, начали решать эту проблему страхованием, и так и родилась компания. В общем, главная цель — это была, помощь, вот нашим людям в основном. Ну, я так и поняла, потому что здесь очень большая ответственность. Застраховать — хорошо, окей, но в случае вы возмещаете ущерб. Да, возмещают страховые компании. То Мгм. есть мы как, сейчас мы работаем как посредники. У Мгм. нас свои страховые продукты будут выходить на рынок в 26 году, то Мгм. есть, в этом году. Сейчас мы как страховые агенты, да, мы, получается, клиентам даем страхование других страховых компаний. Есть компании с хорошей, репутацией, есть компании с плохой репутацией, есть компании, которые, покрывают Мгм. какой-то ущерб, есть компании, которые покрывают ущерб, но очень-очень долгое время, то есть по 6-8 месяцев. Есть компании, которые это делают, ну, за месяц. К Мгм. сожалению, пока что нет компаний, которые это делают за 2 дня. И, ну, скорее всего, эта проблема тоже должна решиться в Мгм. какой-то момент. Если она не решится, то придется нам ее решать. Просто Вы есть, прям бьетесь, правильно, мы за бьемся за это дело клиента, клиента? да. Мгм. Потому что есть как бы новые страховые компании, которые приходят на рынок, предлагают нам какие-то сумасшедшие деньги, чтобы мы продавали их страховки, но мы никогда не гонимся за этими деньгами. Мы, в принципе, у нас есть, company policy, что мы никогда не смотрим на то, сколько мы можем заработать на этом. То есть никто не знает. Из моих сотрудников, у них главная цель — это получить самые лучшие условия для клиента. То есть они не работают на комиссию, я им просто плачу очень хорошую зарплату, и, никого не волнует, кто нам сколько заплатит. Мгм. То есть, доходы компании, это не ну, как бы это не самая главная цель. Это звучит странно, и неправдоподобно, но просто американский бизнес, он строится немножко по-другому. То есть, Стабильность главное, работы. да, для меня главное — репутация. Мгм. И для меня не главное заработать сейчас вот, за год там Определенную комиссию свою, да? определенную, да, Мгм. Проценты. определенное количество денег. Для меня главное в долгий период заработать репутацию и, выпускать качественные продукты на американский рынок. Для этого мы все это делаем. Все, что зарабатывает страховая компания, все реинвестируется. По поводу страховки у меня был такой вопрос. В случае ДТП, скажем, вот особенно зимой, очень много грузовиков, которые попадают под гололед. Это все фиксируется на месте, это нужно доказать. Мгм. Все этими вот этими процессами занимается их компания. Вы берете под страхование только коммерческие компании, коммерческие грузовики, или могут каждый желающий подойти там со своим грузовиком или там каким-нибудь авто и зарегистрироваться? Ну, пока что мы очень нишевая компания, мы занимаемся только грузовиками. Мгм. То есть, с одним можно с, 10 тысячами, то есть разницы нету. Но, маленькими автомобилями мы пока не занимаемся, потому что, мне кажется, хорошо можно делать только одно дело. Не знаю, я так думаю. Мгм. Поэтому у нас нету такой. Это нужно доказать о том, что случай был по вине, э, А случайности. там нет, Никакой разницы нет, нету. там разницы нету, кто виноват на самом Мгм. деле. Нам, просто нужны кое-какие формы, фотографии, все в принципе, потому что, в Америке, главное просто, если у тебя есть страхование, главное просто все зафиксировать, а там чья страховка будет оплачивать, это уже они решат между собой. На рынке США вы уже более 9 лет, Да. уже 10 лет скоро будет, юбилей Да. будем отмечать. Мгм. И как раз таки хочется спросить, а сколько уже за это время вы застраховали, траки?
количество примерно? Ну, более 10 000 треков. Я так думаю. Мы уже, в последний раз, когда мы считали в начале года, это было более 10 000. На данный момент у нас компания выросла в 3 раза, поэтому я не знаю. На данный момент как бы метрики все есть у моих менеджеров, я, к сожалению, не. А как получилось так, что вы надолго так уехали в Америку? Как бы у меня родители предприниматели, как бы я росла в семье предпринимателей, они оба всю мою сознательную жизнь работали, то есть занимались бизнесом. Я всегда после школы где-то работала, либо у них в ресторанах официанткой, либо у них в магазинах кассиром, либо у них там на складе, там. Зарплату получали? Нет, ничего не получала, Бесплатная бесплатно. рабочая сила. Бесплатная рабочая Дети — сила. это бесплатная рабочая Да. сила, а я помоги. Ну да, но у нас как бы в постсоветское время, по-моему, это было нормально. Да. Да, нормальная такая была практика, потому что как бы Советский Союз развалился, все выживали как могли, и мои родители также. То есть я всю Пробовали. работу попробовала до 16 лет, и потом в 17 меня отправили в Америку, но я еще успела Мгм. пожить в Китае. Там я продавала листовки, помимо учебы. Подрабатывала, возила туристов по заводам, переводила им. И как бы просто они меня приучили вот этот вот, трудоголизм какой-то. И я как-то так привыкла жить. Я всегда так жила. Я не знала, что можно жить по-другому. И в 17 лет, когда меня отправили в школу, там в Америке, в принципе, работать — это нормально. То есть все работают. Мгм. И все подрабатывают. И то есть, когда я видела своих ровесников, они тоже все подрабатывали. И я тоже решила пойти подработать где-то. И случилась абсолютно такая интересная история, то, что у меня тогда было плохое понимание английского языка. Мне дали, я была на фрилансе, мне дали проект, как оказалось, после на 3 месяца, я не поняла этого. Я его закончила за неделю, там была оцифровка документов, там было 10 000 Мгм. бумаг, которые нужно было отсканировать. Я его закончила за неделю, как бы всю ночь просто после школы все это делала и отдала им назад. Они подумали, что я просто не хочу его делать. Я им объяснила, что я его уже сделала. Закончила. Да, они удивились и предложили мне полную ставку сразу же. И в 18 лет я уже начала работать, как бы на серьезной такой работе. И все, и так началась моя карьера. Там я работала просто сутками. И, ну, я привыкла просто так работать. И я не знаю, к 19 годам я уже имела долю в компании, в которой я работала. Мне дали уже 10%, потому что операционную деятельность я взяла на себя большую часть. И таким образом как-то все закрутилось, завертелось. Потом я начала свои компании открывать. У меня было куча бизнесов разных. Многие из них, конечно же, сгорели, прогорели, потому что я все перепробовала, наверное, до 25, и, как бы самые какие-то успешные проекты у меня оставались. Я до сих пор их веду, и так все и сложилось. А так кажется, что есть, какая-то поддержка у этой красивой, хрупкой девушки, которая представляет, может быть, как основательница Get Logan только, да, а никто не знает и никто, не ходил в вашей обуви. Да. Никто не видел, через что вы прошли, какие были трудности. И это не все так просто вот получилось. Да еще и в Америке, наверное, открыть такую компанию. А, ф Какая мечта была у маленькой Зибо? Я как-то всегда была готова, наверное, к этой жизни благодаря своим родителям, благодаря тому, что я видела. Ну и плюс они меня приучили работать бесплатно очень много лет. Поэтому, в принципе, погони прям за такими деньгами у меня не было. Я, в принципе, привыкла жить на довольно скромные средства. Но, просто получается,
деньги, они приходят, когда ты даешь миру очень много ценностей, деньги все равно приходят сами. То есть вот это очень много молодежи меня спрашивает, сейчас уже, Мгм. да, останавливают, вот как мне даже вот в отеле я была в Шератоне, и мальчики, которые там работают, они меня останавливают, спрашивают: "Вот как мне стать таким же богатым, как ты?" И или девочки могут в директ писать, спрашивать там: "Вот что мне сделать, чтобы быть как ты, независимой, там, богатой, летать по миру?" И, это сложно мне объяснить, но потому что сейчас же идет такая тенденция, что нужно иметь баланс в жизни, нужно там любить себя. Любить себя нужно точно, но то, что нужно вот, как бы вот границы, все такое, все сякое, э, просто, меня воспитывали по-другому, что нужно Мгм. пахать. И я привыкла пахать. И как это объяснить людям, я не знаю, что вот паши, и у тебя все будет. Потому что мы привыкли, что ребенок не должен просто так сложа руки сидеть, что-то сделал, уроки сделал, а почему просто сидишь? Двигаться надо, что-то надо делать. Да, То есть мало того, что в то время наших родителей так дрессировали, скажу, да, они вот полностью да, эту привычку потом да, на нас тоже смотрели, и, получается, мы тоже с таким страхом именно вот, в 90-е годы, с 90-х по 2000, по-моему, да, где-то вот этот период, те, которые родились, они прекрасно меня понимают, о чем я говорю. Даже по сей день есть такое понятие у моих родителей, что обязательно деньги должны приходить через труд, через большой труд. Если они просто приходят от того, что ты делегируешь, от того, что ты просто сидишь где-нибудь в салоне на релаксе и поступать на счет денежки от тех дел, где ты построила систему, выстроила полностью, м, бизнес, да, как положено, как надо. Они думают, что как будто это нечестно заработанные деньги. Ну, да. нечестно зарабатываешь. Обязательно нужно же пахать. Обязательно тебе нужно там наедине разговаривать с каждым клиентом. Делегирование, что для вас? Как вы можете вот объяснить, как вы поставили Делегирование? это делегирование? До сих пор получается ли от операционки как-нибудь Да. уйти на несколько дней, отдохнуть? Я потому что вижу, что вы 24/7 работаете. Очень сложно уйти от операционки. Это всегда такой поэтапный рост. Я даже вот, когда мы были на кайдзен-клабе, вот разговаривала с, предпринимателями, у которых стаж работы там намного больше, чем у меня. Они бизнесами владеют по 20-30 лет. Им до сих пор сложно уйти от операционки. То есть у них есть, собрания по 8 часов в день со своими менеджерами 4 дня в неделю. И для меня это просто удивительно, потому что я, в принципе, сейчас не, хожу на вот эти собрания менеджмента, у меня они бывают, по необходимости. Мгм. Каждый раз, когда происходит выход на новый уровень, мне приходится все равно включаться, потому что менеджмент, он хорош на определенный уровень компании. Но когда ты выходишь на следующий уровень, к сожалению, тот уровень, менеджмента, который у тебя есть на данный момент, он не работает. Тебе нужно и свои скиллсы поднять, но и менеджмент, к сожалению, тоже. Либо он должен подтянуться, либо нужно просто других людей подбирать. И, у меня есть очень, такая ужасная черта для бизнесмена — это преданность тем людям, которые со мной работают. Я, вместо того, чтобы как бы оставить их в той стабильности, в которой они есть, я просто их начинаю терроризировать, чтобы они росли со мной. Если бы я была, наверное, менее такая сентиментальная, у меня был бы еще быстрее рост, но все равно, вот эти человеческие качества, они все равно А вы не чудесные. боитесь, что они могут стать потом конкурентами? Не, я не боюсь этого. Я не боюсь, что они могут стать моими конкурентами. Я, наоборот, готова быть я всегда им говорю такую вещь, что если, допустим, мой, самый ближайший круг, допустим, менеджментский — это те люди, которые со мной прошли очень многое. Если когда-то они захотят свою собственную компанию, я буду первым их инвестором. Потому что построить компанию — это адский труд. И любой человек, который настоящий бизнесмен, он это знает, что в одиночку ты этого сделать не сможешь. Тебе нужно очень много ресурсов, либо тебе нужно очень много лет, чтобы это сделать, и очень много слез проплакать. Да. Поэтому,
Да. Есть разные предприниматели. На практике я встречала таких, которые отзываются о своих сотрудниках как незаменимых нет. Плохо, Мгм. плохо работает, все, увольняйте. И просто можно будет конкурс объявить на это место, Мгм. и человек найдется, да. И я видела такого предпринимателя, который а, всегда говорит такие мудрые вещи, как ам, только истинный профессионал и человек-наставник никогда не видит своих учеников конкурентами, Да, потому что наставник остается наставником на всю жизнь. И да. вы истинный наставник своей командой, и все те, которые даже будут открывать свои новые дела, они будут вас приглашать как почетного гостя. Я думаю, вы будете разрезать эти ленты, будете им открывать, раз вы говорите, станете что, инвестором для новых проектов. И, наверное, все-таки это воспитание или откуда такая щедрость? Нет, я думаю, что, Жизненный опыт? это жизненный опыт, да, потому что, как бы, пройдя вот этот весь путь, построив бизнес, ты, в принципе, понимаешь, чего это стоит, а это очень тяжелый труд, очень тяжелый труд. И те люди, которые, со мной уже много лет работают, построить команду — это самое тяжелое в бизнесе, это самое тяжелое. И, потому что мы, наверное, вместе этот путь проходили, и они понимают, что, то есть они видели все этапы этой компании, потому что компания же, она же не когда она строится, там первые 5 лет ты не должен ожидать никакой вообще прибыли. То есть, ты готов. Это нормально, да? Да, это нормально. Готов ли ты к этой вообще боли? То Мгм. есть они видели, что первые 5 лет компания полностью финансировалась с моего собственного кармана. Их зарплата никогда не задерживалась. Это создает абсолютно как бы такое доверие, уважение. И я думаю, это, ответственность лидерства. То есть я видела для меня, в принципе, был очень такой яркий пример, когда, в глубокой там молодости, мне было 21-22, я видела двух владельцев бизнеса. Один там жил в квартире на 20 миллионов долларов, и моя сейчас близкая подруга Аня, она, жила довольно, ну, тоже жила в такой дорогой очень квартире, и, у них был, одновременно кризис в бизнесе. То есть один проходил через какое-то банкротство свое, и она тоже. И мы просто все вместе были в одном офисе. И это было абсолютно, различное поведение. То есть он ездил на какой-то дорогой машине, жил в 20-миллионном доме, и у нас стояла очередь из людей, которым он не заплатил деньги. И они стояли целый день и ждали просто, чтобы он Мгм. заплатил им вот эти маленькие деньги, чтобы прокормить свои семьи. Просто Да. работники, простые люди, Мгм. которые зарабатывают свои деньги очень тяжелым Мгм. трудом. Офисные работники по 3 месяца не получали свою зарплату. И все равно как бы работали, потому что, ну, тяжело Надеялись. тяжело найти работу и надеялись, да, потому что ты уже вложился. И в то же самое время она все выставила на продажу, съехала в съемную квартиру. У нее одновременно в это же самое время был рак груди. Она прошла операцию, но при этом ни разу она никому не задержала зарплату. И для меня, вот это вот было примером просто настоящего лидерства. И вот, с тех пор, я благодарна тому, что я видела вот этот пример, что а, Каким вот должен быть атрибутика, да, руководитель, да? атрибутика, вот эта вот красивая жизнь, Мгм. Достаточно. пентхаусы — это вообще, это настолько ничего не стоит. А в жизни главное вот то, как ты себя ведешь в кризисные моменты. И для меня она до сих пор вот, я не знаю, где он, что с ним, может, он в тюрьме уже сидит, но для меня она авторитет и моя ближайшая подруга. Каждый раз я иду к ней за советом, потому что я глубоко сильно ее уважаю. И, ну, со временем у нее все наладилось. Естественно, она все купила назад, все свои дома, все свои квартиры. Прекрасно живет, Достойно прошла испытание. достойнейше прошла Да. испытание. У нее был рак во второй раз, она полностью вылечилась, слава богу. И, просто, и как бы это то, к чему я стремлюсь.
Вот, Быть, а не казаться. да, поэтому для меня это, да, очень важно. И, наверное, вот, люди тоже это чувствуют. Я тоже, как бы, когда я набираю сотрудников, для меня главное их человеческие качества. Даже если они не умеют делать работу, я их научу. Работе научить можно. Но если человек, сам по себе, как бы, у вас ценности разные, это Каким бы будет он ни был проблема. крутым Да, специалистом, да, вундеркиндом, да, все равно да. от этого человека хорошего можно и не ожидать. Нет, да, лучше не ожидать. И, Мгм. самый, наверное, для меня яркий пример — это мой, сейчас нынешний менеджер. У меня есть, Фрэнк, наш самый Мгм. любимчик. Я его взяла на работу, когда ему было 19. Он 3 Мгм. месяца меня просил взять его на работу. Я Мгм. ему говорила: "Я тебя не возьму, потому что ты учишься там Еще где-то молодой. в университете". Да, я даже не знала, Мгм. сколько ему лет. Я Мгм. просто не брала на работу студентов, потому что у меня тяжелая работа, очень ответственная. И я всем это говорю изначально, что работа очень тяжелая, поэтому если ты не стрессоустойчивый, то не Мгм. стоит. Но он меня подкупил чем? Тем, что вот он мне показал свою маленькую комнатку, там 2 на 2, в которой был компьютер доисторического вообще периода, вот такой старинный какой-то телефон, я не знаю, как Мгм. кирпич. И он мне сказал: "Я буду работать просто 24/7". Мгм. И, когда он мне все это показал, и у меня, ну, я очень такая, я люблю людей, которые вот хотят, Искренние да, у и которых есть вот это мотивированные. желание из Да. ничего что-то сделать, что я М сама такая Мощная бываю. мотивация, да? Да, Купить новый компьютер, да. iPhone. Да, потому что я сама, ну, у меня довольно нормальная семья, но, как бы финансовой поддержки у меня никогда не было, потому что я никогда не хотела ее. То Мгм. есть я всегда хотела сама, и то есть, я начинала с полного нуля, Мгм. и у меня было вот это единственное, что у меня было, это были мои амбиции, и была вот это просто, нескончаемый голод до успеха. И когда я вижу это в других людях молодых, для меня это так страшно подкупает. Я взяла его на работу и ни разу не пожалела. Он у меня стал менеджером спустя пару лет, и на самом деле он не разочаровал никого. Очень-очень Как классно его зовут? работает. Фрэнк. Фрэнк. Вам большой привет. Скоро увидимся, да? Да, да, он Я большой хочу молодец. этого Фрэнка показать, хочу в Чикаго. Вы проживаете не в Чикаго же? Нет, мы в Нью-Йорке, у нас офис в Пенсильвании, в Чикаго скоро офис открываем. Да. Так, тогда в Нью-Йорк, Да, а Фрэнк находится в Пенсильвании. Пенсильвания. Так, уже вы маршрут услышали. В скором времени, да, не в скором, наверное, к выходу данного подкаста мы уже будем добавлять сюда видеообзор офиса GetLogan и на самом деле реально ли все эти вещи происходят, они в Америке, в скольких штатах есть такие компании, траковые, траковые же компании, Траковый, да, да. и Мгм. хочется познакомиться лично мне с нашими Да, соотечественниками с Кыргызстана. И я слышала, что есть крутые ребята с Кыргызстана, да, крутые очень. компании есть. И вы, наверное, их знаете Да. всех. Можете рассказать чуть о них тоже? Какие компании вы знаете лично? И какие есть молодцы ребята у нас, которых вы с гордостью ам, порекомендовали бы? Да, с удовольствием. Мы очень гордимся нашими соотечественниками, которые, в Америке добились больших высот. Близкий, ближайший такой по духу человек — это Каял Байке. Мгм. Он, живет в Чикаго, по Мгм. Pan Express. У него есть завод, сам завод построил по производству трейлеров. Это единственный кыргыз в Америке, который производит трейлера. У него очень красивая история любви с его женой. Он очень такой семейный, порядочный. Ялбайке, Да, Бырса. Нам надо интервью, беседу с да. вами тоже И человек не сделать. говорит ни на английском, ни на русском. Он говорит только на кыргызском. Кыргыз тилинде. Только кыргыз Кыргыз тилинде. тилинде подкасттар тикелей эканда. И, несмотря на все это, вот Мгм. он молодец. Он взял вот все лицензии, которые надо, он вот построил завод. И это просто удивительно для меня, насколько вот у человека нету границ, Мгм. когда он чего-то хочет. То есть Мгм. надо просто работать. Сделал. Да,
просто сделал. То есть можно говорить сколько угодно о том, что у меня нет таких возможностей, таких Мгм. возможностей, но это все ребята, ну, с обычных сел. То есть он с Папана, это село, как Папан, бы. да, я Да, была там, да. знаю. Без английского, без русского, только кыргызский язык. Работал где только не работал. Прошел огромный путь. Получил все Мгм. вот эти лицензии, которые стоят какие-то бешеные Ну, у миллионы. него, И получается, завод. А траковые компании траковые какие еще у компании нас? тоже есть. У Какие него еще есть этого. наши из Есть Кыргызстана? еще Милан, такая же история. Тоже говорит только на кыргызском. Тоже огромное количество траков у него. Большой-большой молодец. Сэм Экспресс. Огромная компания в Чикаго. Сайпедин и Мирлан большие молодцы. Мы ими тоже очень гордимся. Они Мгм. очень много делают для нашего комьюнити, Мгм. для кыргызов. Очень многим дают работу. Очень много вкладывают вообще в развитие нашего комьюнити. Это классно. Очень много проводят всяких мероприятий для наших людей, спортивных мероприятий в том числе. Большие молодцы. Саламатсыздарбы, биз көптөн бери күтүп аткан маалыматты берүүгө даярбыз. Ооба, биздин Аманат Инвестке чалыңыздар, келиңиздер. Дагы 7 жылга чейин эч кандай баштапкы төлөмү жок. Айына болгону 30 миң, 40 миң, 50 миң, 60 миңге чейин сиздин алган квадратурага жараша акчаны төлөп үйлүү болсоңуздар болот. Анда эмесе кош келиңиздер жана ошондой эле биздин офис аркылуу, Аманат Инвест аркылуу эгерде сиздер үй алсаңыздар, сиздерге жагымдуу сонун сюрприздерди биздин менеджерлер маалымат берип айтмакчы. Кош келиңиздер. Ребята, которые до Америки добирались через Мексику, ребята, которые получали грин-карту, и те, которые на сегодняшний день просто мечтают попасть в Америку. Мысль работать водителем траков у Мгм. многих оказывается. Да. Я спрашиваю, ребята, почему ты хочешь в Америку? Ну, я бы, говорит, чуть подзаработал бы, потому что говорят, в месяц, если ты в Бишкеке говорит, зарабатываешь максимум, как сколько, 500-600 Мгм. долларов, ну, тысячи это мало, где еще Да. зарплату выдают. Там ребята, говорят, еженедельно получают в размере до 5000 долларов. Да? Нет? Сейчас я не Чуть уверена. меньше. 1000, Ну, может быть, в нет, неделю. точно не 1000, Мгм. но в среднем гроз 10 тысяч водитель получает около 30%. Ну, от 30 до 35. То есть 3-3,5 тысячи. За Ну, неделю? да. Грубо говоря, в среднем до 10 тысяч долларов стабильно можно заработать, если Да, ты вполне. водитель грузовика, Да. американского грузовика под названием трак. Потому что я до этого снимала рилс. Вот приехали бизнесмены, у которых есть траки, а там, оказывается, люди поняли, как тракторы. Ага. Ну, это и есть тракторы. Ну, тракторы, только наши тракторы, это в Кыргызстане, это они другие. Да. Тракторы только для поля, там, для того, как Я бы, да, использовать по-другому. А там американские грузовики, траки, да, это огромные тракторы, это грузовики, где они перевозят товары, да. И какими еще, в частности, мужчины, про девушек не буду спрашивать, я поняла, что девушки тоже занимаются мужскими делами. Мгм. Мужчины, в частности, чем занимаются еще в Америке? На Uber ездят водители такси. Мгм. Сейчас многие на Uber, потому что у нас законы меняются каждый день. Ну Супер. и плюс с иммиграционной службой большие проблемы. ICE забирает всех. Мгм. И очень тяжело людям на самом деле. Тоже удивительно, что все голосовали за Трампа, Мгм. и теперь такая вот проблема. Такие М. проблемы он создает для всех. То есть большинство боятся уходить на трак, потому что ICE Какая-то просто чистка, да, идет. чистка идет, Мгм. да. И это тоже как бы больно все это наблюдать, но я не знаю даже, чем ему помочь, потому что все знали, что у него такая повестка политическая, и большинство все равно проголосовало за В него. Америке очень много мигрантов, Да, и Америку кормят мигранты. да, да. Черная сила на А, мигрантах держится. да, Америка построена была мигрантами. В принципе, то, как наши ребята работают,
никто не будет работать. То, как работают наши узбеки, кыргызы, таджики, американцы никогда не будут так работать. В 2012 году я была в Америке впервые, ну и последний раз пока. И, Мгм. представляете, спустя столько же я снова хочу посетить Америку. Мгм. Именно в Америке я открыла свой Инстаграм-аккаунт. Мгм. До этого никогда я не сидела в соцсетях. Не было у меня одноклассников, ни Mail, где сидели в основном молодежь. Именно в этот период, когда появились телефоны, которые поддерживают интернет, в это время я вышла замуж. И у меня была обычная Nokia, и когда я уже перешла на смарт-телефоны, когда появился первый мой iPhone, я находилась в Америке, и я открыла аккаунт Инстаграм ради фильтров. Мне понравились, М. как красиво выходят Мгм. фотографии. Я помню этот день. И с 2012 года как раз-таки мы занимаемся выпуском данной косметики. С 2008 года я в сфере салона красоты а, работаю и понимаю, что м, не все делается просто так. Мы все хотим, оказывается, найти свою миссию, свою Мгм. любимую работу. И сколько бы я не хотела заниматься блогерством, вести проекты какие-то, но это была мечта. Я Мгм. всегда представляла себя, которая дает интервью там в квадратном внутри телевизора, поет. Просто я себя вот представляла такой вот девочкой. И когда видела наших в Америке, тогда их было мало по Мгм. сравнению, по-моему, сколько там их сейчас, наших. Да, сейчас Как раз много. и вот про Милана вы говорите, он только, оказывается, тогда приехал в Мгм. Америку в эти Да-да-да. годы, только начинали ребята с чем-то Да. двигаться, работать, а сейчас они показали результат. Но есть Мгм. еще и ребята, которые не показали результат. Я к Мгм. тому, что я тогда открывала Инстаграм, я могла бы бросить просто, не набирать подписчиков, не работать на охват, на контент, и не было бы у меня 3,5 миллиона подписчиков сейчас. Мгм. Параллельно же со мной открывали же многие же Да. аккаунты же люди, и артисты, и, Мгм. э, я не знаю, домохозяйки. И когда ты за границей, ты обязательно должен показать результат, потому что стыдно. Как вы на это смотрите? Результат, что для вас? Как вы вообще описали бы своими словами вот результат за последние вот 10-12 лет? И в кого можете вот пример? Это вот, в бизнесе просто из моего опыта, да, бизнес-мир, он все равно, в принципе, мир, мне кажется, он такой большой, но он все равно очень маленький. Он Мгм. все равно очень маленький, все равно будут друг друга знать. Бизнес-мир тем более очень маленький. И, как бы для меня результат — это, идти к своим целям, но, порядочным путем. Мгм. То есть не идти по головам, не идти как бы подлыми, какими-то вещами заниматься. Конкуренция — это нормально, но подлая конкуренция для меня, например, она неприемлема. Я этим не занимаюсь. И никто у меня этим тоже не занимается, в моей компании. То есть один раз у нас было такое, что мои сотрудники переманили чужого сотрудника, моего клиента, и это просто для меня это было ужасно. Я позвонила сразу же этому человеку, и я дико извинялась перед ним. Я ему его вернула, Как будто спрашивала, чей-то хлеб отобрала, да? да, спрашивала, что мне сделать, чтобы вот, тебе все это возместить, потому что это мои ребята были неправы. Я 10 тысяч раз извиняюсь, и как бы мы так не делаем дела. И, не у всех, оказывается, есть такое понимание. И я как бы теперь, когда я беру на работу, мне приходится говорить, что мы ведем этичный бизнес. И Да. бизнес нужно вести этично. Да, сегодня мы не заработаем, но зато, мы построим себе репутацию. Но все же как бизнес-вумен, Да. Зибо, скажите, цифры — это результат? Цифры — это тоже результат. Цифры — это тоже результат, но то, как ты к ним пришел, для меня это более важно. И как ты их используешь в Как дальнейшем? ты их используешь в дальнейшем, Мгм. тоже, да, и тоже интересный вопрос. Но да, для меня цифры — это результат, но, допустим, ам, то, как человек к этому пришел, какая у него репутация, Мгм.
Для меня Ну, это важнее. кем То был, есть, кем да, станет, говорят, кем ты что являешься. да, говорят, что победители не судят, я не разделяю эту философию. Вот, все же хочется спросить. Я никогда не задавала этот вопрос ни одной своей собеседнице, но М. у вас стоит спросить, потому что у вас обороты, у вас понимание о деньгах, совсем другое. Потолок. Какая сумма для вас? Потолок? Сколько хотите заработать все таки? Не, ну потолка у меня нет. Потолка нету, есть, наверное, минимум какой-то. Минимум Есть минимум — это 100 миллионов. 100 миллионов. Да, Потолок такой, что вот если я заработаю столько-то, и столько-то у меня будет в компании, и столько-то будет в обороте, мгм. то я спокойно могу расслабиться, скажем. Нет, я думаю, что такого у меня нет. Я думаю, что, когда у меня будет, допустим, компания с оборотами, миллиардными, и у меня будет там 100 миллионов, на там свою жизнь, да, там своей семьи и так далее. Как бы, я просто считаю, что для комфортной жизни мне личных денег только нужно 100 миллионов, а все остальное, я хочу использовать, чтобы Во благо. улучшать бизнес, улучшать Ага. как бы среду, в которой мы живем и так далее. Такого прям потолка у меня нет, что на какой-то цифре мне нужно остановиться, потому что я просто не представляю, если не заниматься вкладом, допустим, ну, пока есть энергия, а чем еще заниматься? Вот как бы что я еще буду делать? Ну, понятное дело, семья, дети — это все я хочу в скором будущем, выйти замуж, создать семью, детей и заниматься детьми, но, Ну, вы понимаете, почему я задала этот вопрос? нет. Потому что многие мужчины в прямом смысле боятся вас. Да. Да, вы же говорите только что о том, что в отеле, где вы проживаете, спрашивают, как стать такой богатой, Мгм. как стать такой, как вы. А вот мужчина, который должен с вами просто познакомиться, пригласить вас на ужин, он в первую очередь начинает думать, а сколько я должен зарабатывать, и какой у него потолок, и сколько я должен выше еще зарабатывать для того, чтобы просто жениться на ней. Мгм. Ну, это нормальный вопрос. Ну да. Поэтому все-таки как вы на смотрите того, что мужчина, если будет меньше вас зарабатывать? Это сложный для меня вопрос на самом Ну, для деле. всех, наверное, сложный, Да, но жизненный. очень сложный вопрос, потому что, с одной стороны, я выросла в таких традиционных условиях, Да. но при этом у меня родители, в принципе, они всего добивались вместе. То есть для меня это нормальная история. Паре, да? Да, в паре, что они, в принципе, поженились, когда ни у того, ни у другого ничего не было за душой, и они все построили вместе, все добились вместе. А Но у как у меня вас просто есть? чуть-чуть уже идет, как бы чуть-чуть, будет Есть какой-то сложно. определенный уже уровень? Да, чуть сложно будет молодому человеку, но, не знаю пока. Проблема в том, что когда я пыталась вот общаться с ребятами, которые, не зарабатывают, допустим, на моем уровне, у нас просто разный уровень мышления, разное мышление, и, нам просто сложно договариваться о вещах, Да. как бы. В этом плане сложно. То есть сама материальная там сторона, она не самая важная. Тут более как бы у нас абсолютно разные вкусы, разные предпочтения, разные все разное становится. В этом плане сложно. Он хочет в Турцию, вы на Сейшелы. Нет, дело даже не в этом, в каких-то даже, ну, в каких-то других. То есть для меня, допустим, мое время очень ценное. Да. То есть у меня каждая секунда рассчитана, расписана, и мне главное сэкономить время и для этого мне нужно очень много комфорта. Ну, и когда ты, допустим, немножко на другом уровне, то ты не можешь это понять до конца. А если вдруг получится так, что все-таки найдется тот самый сильный мужчина, Не, я уверена, что духом сильный, найдется, да. как-то просто захочет вам помочь. Ну, в помощи, конечно, не нуждаетесь, но помочь в плане того, чтобы просто быть плечом рядом с вами, Мгм. но при этом тоже зарабатывать хорошо, ну, определенно хорошо, скажу. А какой первый шаг вы хотели бы вот увидеть от такого мужчины? Потому что думают, что если она скромная,
то я подойду сейчас напугаю ее. Мгм. Если она очень такая веселая, позитивная, такая общительная, как я, думаю, ну, она, наверное, со всеми такая. Да-да-да. Нам тоже очень сложно себя вести в Да. определенных социумах. А вы на какого мужчину обратили бы внимание? Каким он должен быть? Ну, я думаю, тот, который, больше разделяет мои ценности, потому что, я знаю, в принципе, много людей, которые, моего уровня дохода, но в какой-то момент у мужчин почему-то срывает крышу, они начинают заниматься каким-то абсолютным развратом, ценности начинают просто смещаться в какую-то непонятную сторону. И, для меня очень важно, чтобы у нас были, как бы, семейные ценности. Я не считаю, что если у мужчины много денег, у него всегда должны быть молодые любовницы. Как бы у меня нет такой потребности. И я думаю, что это нормально, что у мужчин тоже не будет такой потребности. Мгм. То есть для меня очень важна верность, искренность, честность в отношениях, Человечность. человечность. Очень важно, чтобы это были отношения, построенные именно на взаимном уважении, честности, полные, как бы супердоверительные отношения. И, чтобы оба понимали, что дети — это огромная ответственность на всю жизнь, что это не временное явление. Ответ получила. Мгм. Спасибо большое, Зибо, Да. потому что у меня есть несколько знакомых, которые вас увидели недавно вот в Абу-Даби, где мы были с вами на бизнес-кампе, и вот спрашивают, неужели она не замужем? Я говорю, ну да. А как вот, а как так? Я говорю, выйдет скоро подкаст. Хотите больше узнать о ней? Говорю, послушайте, просто чем она занимается. И если вот такого характера сильная женщина будет рядом с вами, и при этом вы будете себя чувствовать и еще сильнее рядом с ней, то, я думаю, у вас получится. Ну, дала чуть-чуть шансу. Вот. Передаю привет всем и тем, кто случайно вот наткнулся на этот подкаст и перешел по ссылке, возможно, да. Если вы думаете, что девушки, которые нашли свое место уже и зарабатывают хорошо, то они тоже хотят обычного человеческого такого счастья и человека, который будет относиться а, от всего сердца искренне. В первую очередь сейчас очень модно, актуально быть тем, кем ты являешься. Будьте. Не надо стараться казаться кем-то, потому что сейчас совсем другой век, на улице другая жизнь, и вот эти обманы, какие-то действия, которые мы искусственным образом, да, иллюзиями хотим охватить или обмануть кого-либо, вот так за 2-3 секунды можно будет узнать. Тем более у людей, у которых есть финансы, у них очень длинные руки и огромная команда детективов, я скажу, потому что детективы — это наши подруги, это наше окружение, это наши подписчики. Не, А, к настоящим детективам тоже часто обращаются. Да. Да, конечно. И по поводу личного бренда все Мгм. же, хотите ли его развивать? Я думаю, что в настоящее время это очень важная вещь. Мгм. Как бы я и на вас смотрю, и понимаю, что это очень важно и нужно в наше время делать. Беру у вас пример. Ну, давайте тогда начнем с того, что от нашего подкаста обещаю вам несколько кусочков рилса от студии Нахта Подкаст. В нашей студии снимаются только настоящие подкасты Нахта. И будем собирать, наверное, тех, кому заинтересует наша тема, да, нашей в Америке. Так и, наверное, будет тема, потому что мы продолжение будем снимать еще и в Америке, в USA. Свободный микрофон. Можете пожелания молодежи, пожелания вообще всем людям, которые смотрят наш подкаст, можете обратиться. Сейчас вот такая волна идет, что нужно как-то иметь границы, работать там с 9 до 5 и так далее и тому подобное. Но на своем опыте я могу сказать, что если вы хотите как бы работать и хорошо зарабатывать, то нужно
стать очень хорошим в том, что вы делаете. Для этого с 9 до 5 это недостаточно. И как бы можно работать с 9 до 5, но если это не является чем-то, чем вы хотите заниматься, тогда нужно заниматься, пока вам до 30, да, тогда нужно заниматься чем-то, чем вам нравится заниматься во все свободное время, потому что, мне кажется, вот период с 20 до 30 это период вот этой самореализации, когда ты должен найти себя. И на данный момент, вот когда я набираю ребят на работу, в основном же сейчас Gen Z у нас входит Мгм. в работу, они очень немножко потерянное поколение, потому что с Инстаграма им идет одна информация, что нужно там отстаивать себя, свои интересы, там дышать маткой и так Да, далее, что деньги придут от да. Вселенной. Расслабиться нужно, Да, да, всё. расслабиться, и что мы как бы уже старое, устаревшее поколение, которое ничего не понимает, но просто мне кажется, что когда они к 30 годам повзрослеют, они будут жалеть о том, что время было потеряно зря. И Энергия другая энергия совсем. другая совсем, да. И мне кажется, что это огромный потенциал, он просто будет потерян. Даже вот ребята, которые у меня работают в Америке, которые приехали с Кыргызстана, даже у них вот такие вот мы были Мгм, другими мгм, иммигрантами, то есть мгм, мы пахали просто по 20 часов в мгм. сутки, Трудные никогда, времена. никогда не жаловались. И сейчас у меня ребята, которые работают, которые тоже приехали из Киргизии, с Узбекистана, у них как бы от звонка до звонка они Мгм. работают и перерабатывать не любят. Я их не заставляю ни в коем случае никогда, но для меня это удивительно, потому что у нас такого не было. Как бы Быть надо профессионалом, да, надо быть всё же профессионалом, нужно экспертом. серьезно относиться к Да. своей работе, к своим возможностям, к возможностям, которые тебе дают, потому что мы как вот это поколение, которое прошло этот путь, М, сейчас мы хотим всем этим людям давать работу, давать возможности. да. Но из того, что я вижу, ребята, которые молодые, которые приезжают, они не хотят этими возможностями пользоваться, они все это воспринимают как должное. Мгм. И как бы немножко это странно для меня, но как бы мой, наверное, совет, то, что если тебе хочется самореализоваться, то это нужно делать, просто отдаваться на 100%. Но если не хочется, то это не хочется. От Да, самого себя, от да. вас все зависит. Все зависит от человека. Зибо, позвольте вам, подарить. Да, сейчас только у нас есть такая-то здесь традиция. Так, книга Анжелики Гайратовой. Моя Вау. книга 12 называется «Жизнь, полная счастливых моментов». И здесь только моменты. Многие думают, что данная книга является а, автобиографией, книгой, да. На самом деле про меня там почти что ничего нету, кроме того, как вот здесь вот написано, когда я родилась и чем я занимаюсь, и мои любимые цитаты. Каждый читатель принимает соавторство моей книги. Есть посередине место, где вы Вау. должны продолжить цитаты, которые жизненные, которые, возможно, придут по жизненному опыту или где-то услышите, увидите, можно будет их записать. И по традиции вам нужно открыть любую одну страничку. Это цитата Паша. У меня часто бывает слишком счастливое состояние, будто вот-вот выскочит сердце из груди. И только с закрытыми глазами представляю цветущее сердце в окружении бабочек, восхваляя Всевышнего, повторяя слова «все по воле Аллаха». Это Потрясающе. про вас. Это про меня. Прям в точку. Да. Супер. И хочется, чтобы вы всегда были счастливы изнутри, чтобы всегда у вас были бабочки, Спасибо. чтобы вы вот так вот держались и говорили все по воле Аллаха. И позвольте, так как вы часто путешествуете, многое время проводите в самолете, Travel Size моего бренда, косметики Анжелика бренд, Вау. премиум качество, косметика полностью на натуральной основе, имеет международный сертификат, полностью ингредиенты с Франции, масло, халал косметика, это у нас умывашка и крем. Шикарно.
Извольте, чтобы в вашей косметичке был бренд Кыргызстана. Супер, спасибо Да. большое, буду пользоваться с удовольствием. Передадим, наверное, и девочкам, которые работают в вашей компании. С гордостью хочется организовать и презентацию данной косметики в Да, Америке, они в будут в Чикаго, в восторге. Нью-Йорке. Поэтому ждите нас. Скоро будем. Это первый подкаст с предпринимательницей, основательницей компании Get Logan. Это страховая компания в США, но не последний подкаст. Наш подкаст продолжится еще и в этом же году, в 2026, но, наверное, на темы, на другие, наверное, темы. Я сейчас не буду пока еще открывать, потому что Get Logan — это не первая и не последняя компания, чем занимается Зебу Карим, и мы подробно еще расскажем о других нишах. Всем пока! Пока.